Уже во второй раз в столице Абхазии при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы пройдет фестиваль искусств «Свидание с Россией. Свидание с Москвой», в рамках которого абхазские зрители смогут познакомиться с яркими новинками российского кино, завоевавшими престижные премии на международных кинофестивалях. «Свидание с Россией. Свидание с Москвой» – это праздник не только для людей, любящих и знающих русскую культуру и историю. Это прекрасная возможность познакомиться с продуктами российского кинематографа, фильмами разного жанра. В программе фестиваля зритель любого возраста найдет себе картину по душе, отмечают организаторы. По традиции Абхазия для нас это всегда премьерная страна. И в этом году, как и в прошлом году, мы проводим те фильмы, которые даже не все видели в России. Да. Вы знаете, мы как-то решили этот фестиваль посвятить юбилею нашего общего гения, считаю. Потому что для Владимира Высоцкого, 80 лет которого мы будем праздновали в этом году, для него Абхазия была такая родная земля, многие места, уединенные, заповедные, были вдохновлены и отражены в его творчестве. Здесь он снимался, кстати, в одной из знаковых своих картин «Плохой хороший человек», дуэт, так сказать, с Папановым, рядом был Даль, Максакова, это была прекрасная работа. Вот такую картину мы привезли в Абхазию, примерная картина, которую еще не все видели в России. Владимир Высоцкий «Неизвестные страницы». Цель проекта – популяризация российского кинематографического искусства в странах СНГ, укрепление культурных связей между дружественными, исторически близкими народами. Фестиваль направлен на сохранение и популяризацию лучших традиций российского музыкального и театрально-концертного искусства, расширение международного сотрудничества, развитие межнациональных побратимских связей. Вот это творческое начало наиболее ярко, на наш взгляд, воплощается в киноискусстве. Поскольку киноискусство, как жанр, как вид творческой деятельности, соединяет в себе достоинства и живописи, и литературы, и музыки, и театра, концентрированно беря из этих видов искусства наиболее ценное и предъявляя, друзья, наиболее ценное, это нам с вами. В этом смысле очень хорошо, что в речи Владимира Владимировича прозвучало слово «дебют». Дебют молодого кинорежиссера состоится и будет развиваться, как мы надеемся, на территории республики. Фестивалю доверено право впервые представить в Абхазии широкому зрителю самую успешную картину года «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, а также «Собибор» с Константином Хабенским. Кинолента выдвинута на премию «Оскар» 2019 года. Первый раз в этом прекрасном городе. Я сам одессит коренной, тоже живу у Черного моря. И первый раз, вот сейчас мы из Сочи проехались по берегу, и вот Вазген, не даст соврать, мешал нам спать возгласами «какая красота» и туда и сюда. И я уже так втянулся, что вместо сна я его будил и показывал ему, как слева или справа красиво. Но хотел сказать не об этом. Любой фестиваль предполагает что-то фестивальное, что-то заумное, что-то философское. Но я посмотрел программу и могу как кинообозреватель и кинокритик сказать, что здесь большинство картин семейные, позитивные, комедийные, приключенческие. Две серьезные картины, есть «Непрощенный» и «Собибор», но они талантливые. В маленьком городе Сухум, я уверен, каждому будет интересно. Фестиваль – дело хорошее, потому что, уже было сказано, объединяющее. На фестиваль также приехала известная актриса театра и кино Екатерина Семенова. В концепции фестиваля также значится детская программа и День документального кино. Организаторами фестиваля выступают МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме, представительство Россотрудничества в Абхазии, посольство Российской Федерации в Республике Абхазия.